Союз журналистов Абхазии продолжает сотрудничество с международным медиаклубом формата А3. В рамках проекта у абхазских журналистов и студентов есть возможность встретиться с представителями российской интеллектуальной элиты, журналистами и политологами. Мне приятно отметить, наш сегодняшний гость Сергей Маркидонов первый раз участвует в проекте формата А3, не только с нами, но вообще. То есть это было наше предложение. И вот все те встречи, которые состоялись в прошлом году, они получили очень такую хорошую поддержку, хорошее освещение со стороны средств массовой информации, за что мы вам очень благодарны. Хорошие отзывы и поддержку в Абхазском государственном университете. Сергей Маркидонов посвятил ряд своих работ Абхазии и российско-абхазским отношениям. В начале встречи известный российский политолог и журналист отметил, что старается бывать в Абхазии и в различных регионах Кавказа чаще, чтобы быть в курсе событий, происходящих здесь. Журналист подчеркнул, что в последние годы вопрос Абхазии и Кавказа в целом вытеснен на обочину информационной повестки дня. Украина съела практически все информационное пространство. И сегодня с разных углов, с разных точек зрения спорят о том, будет военное решение, не будет военное решение. Часто люди рассматривают какие-то вещи, не наблюдая за ситуацией на земле с точки зрения каких-то генерализаций. Ведь просто же сказать, да, что трансформируется российский режим, поэтому российский режим хочет войны. Или есть некие геополитические комбинации. Я вот студентам уже обещаю слово «геополитика» запретить. Потому что геополитика, дальше просто Казахстан подставляется на место Украины, Украина на место Абхазии, что-то еще на место там Латинской Америки, и все объясняется исключительно интересами великих держав, хотя ситуация часто бывает гораздо более запутанная. Человек, у которого есть сердце, не хочет войны, процитировал в ходе встречи слова Александра Третьего российский политолог. Почему мир оказывается невостребованным? Почему чаще находится военное решение политических проблем? На эти и другие вопросы пытаются ответить многие. Но в то же время здесь важно понимать причинно-следственную связь, подчеркнул Сергей Маркидонов. Сегодня, когда у нас вся лента и все информационные топы забиты Украиной и этой ситуацией, нельзя не видеть взаимосвязь того, что происходило тогда и происходило здесь и в 90-е годы, и в 2008-м. Вот у нас, знаете, тоже так любопытная происходит ситуация. Все, кто считает себя путинистами, заговорили о геноциде в Донбассе. Все, кто себя считает антипутинистами, стали флаги украинские вывешивать. Но разве не то же самое мы видели в 92-м году? Когда абхазов вдруг все стали считать коммунистами. Вы-то это лучше всего знаете. Абхазы, понятно, они там за коммуняк, за Советский Союз и так далее. А Грузия – это демократия. Сергей Маркидонов рассказал, что на прошлой неделе у него была встреча с главным редактором одного многотиражного кипрского издания. Однако в составленных для российского политолога вопросов, по его мнению, ряд важных тем не прозвучал. Я говорю, вот удивительное дело, в вашем уравнении нет Донбасса от слова совсем. Есть кто угодно, есть американцы, есть ЕС, есть Путин. Присутствует Украина, но украинско-донбасского измерения нет. Как в свое время не было абхазско-грузинского измерения. Да, долгое время нам говорили, что это просто конфликт демократической Грузии, авторитарной России, западного мира и так далее и тому подобное. Сергей Маркидонов добавил, что в мире многие говорят о правах человека, но признавать, что права абхазов и других народов часто нарушались, не хотят. Но когда все мужское население Абхазии с 18 до 60 лет запрещалось ему пересекать границу на ПСО, я почему-то не помню каких-то заявлений Госдепа эмоциональных на тему нарушения прав человека. Я не помню, чтобы Foreign Office что-то такое говорил. Я не видел 9-го вала публикаций Amnesty International, которые бы говорили о том, что здесь нарушаются права и так далее и тому подобное. Этого не было. А были мантры по поводу территориальной целостности. Я прекрасно помню дискуссии в Тбилиси, когда еще в 90-е предлагали нейтральные паспорта по Абхазии. Грузинская сторона их с гневом отвергала, чтобы потом в 2010-м устами Тимури и Кабашвили говорить, что вот это и есть прорыв. Хочу сказать, где же вы, ребята, в 98 году были? Да, политическая ситуация – это ситуация, которая не заморожена, она меняется. По мнению Маркидонова, вслед за Донбассом могут встать и вопросы Крыма, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Я бы напомнил, что решение по признанию Абхазии и Южной Осетии оккупированными территориями Конгрессом принималось в 2011 году. Это было то, что называется bipartisan decision, то есть когда и демократы, и республиканцы голосуют вместе.
И сам текст резолюции был подготовлен Линдси Грэмом, это сенатор от Южной Каролины, республиканец, и Джин Шахин, это женщина-депутат, часто, кстати, журналисты писали, Джин Шахин сказала, это не он, она, да, демократка очень известная. То есть два ключевых политических игрока вместе вырабатывают общее решение, которое называется bipartisan. Поэтому если вдруг вокруг Украины все разрешится, и я надеюсь, что это разрешится, наверное, позитивно, мирно в смысле, все равно вопросы Кавказа и разногласия, они будут в повестке дня. Это тоже нужно понимать. Да? И даже, еще раз говорю, если на геополитическом уровне о каких-то договоренностях будет все достигнуто, в том смысле, что там нет расширения НАТО, да, этот вопрос, допустим, из грузинской повестки, из кавказской уходит. Все равно вопрос о том, какие статусы, он будет обсуждаться. Журналисты задавали вопросы о прогнозах расширения НАТО, о давлении на Россию. Было затронуто много важных тем. У России сильное давление, конечно, международное, и оно просто даже невыносимое. Даже нам бывает тяжело это слушать, а тем, кто вообще в этом варится, в политике, что должно произойти или что должна предпринять Россия, чтобы выйти из этого давления? Действительно, Запад очень умело навязывает свою повестку дня. Он просто, когда есть предложение в целом по европейской безопасности, занимается редукцией. Да, вот кто философы есть здесь, да, Гуссерля мы знаем, да, редукция, вынесение за скобки определенных вещей. Они говорят, а вот смотрите, а вот Украина. Мы говорим, в целом есть проблема расширения НАТО вообще в целом в Европе. Есть проблема нейтралитета, есть проблема размещения войск НАТО вблизи границы. Вот Украина, смотрите, вот Россия нападает. И переключается все внимание на это. Все, что было до того, сразу выносится за скобки тоже. Как и в случае с Грузией. Да, вот Россия атаковала в 2008 году. Да то, что там 4 года уже, в общем, не было мирных действий. То, что там возврат произошел к повестке 92 года. То, что Цхинвали штурмовали в 2008 третий раз уже. Вообще этого никто не знает, всего этого нет. Есть повестка вот такая. Почти 2 часа известный российский политолог Сергей Маркедонов отвечал на вопросы абхазских журналистов. Следующая встреча с Сергеем Маркедоновым состоится в Абхазском государственном университете 22 февраля. Гугуца Вардания, Раму Камки, Абхазское телевидение.